Мандарины, пожалуй, одна из главных сельскохозяйственных культур у нас в стране. Абхазские мандарины – это известный бренд, который любят и знают многие. Практически все собранные цитрусовые отправляются на экспорт в Россию. И уже совсем скоро эти сочные плоды станут вкусным украшением любого новогоднего стола. Традиционно цитрусовый сезон в Абхазии начинается в конце октября, в период созревания так называемых карликовых сортов. А уже в ноябре идет массовый сбор урожая. Работа кипит и на плантациях агрофирмы «София» в Гулрыбском районе. В этом году здесь урожай хороший и вкусный. Сельхозпредприятие «София» – один из самых больших мандариновых питомников в республике. На площади в 80 гектаров произрастают 40 тысяч цитрусовых деревьев. Здесь трудятся местные сборщики. В 8 утра их привозят на плантацию, где они до самого вечера собирают мандарины. За один ящик цитрусовых им выплачивают 50 рублей. Первый день. Как работа идет, тяжело? Нет, конечно. Ну, почти кому как. Сколько в день вы можете собрать ящиков мандарин? Все по-разному, кто как сможет. Ну, 20-30 корзин, наверное, таких. Чем дома сидеть, все равно что-то копейки на себя. На сбор цитрусовых сюда часто приезжают жители разных регионов России и ближнего зарубежья. Наталья Павлова из Луганска уже 4-й год занимается сбором абхазских мандаринов. Ежегодно приезжаю, мне это уже нравится. Я уже без Абхазии, как говорится, не могу, сюда тянет, потому что это чудесная страна. Меня уже здесь все знают, я уже всех знаю. Люди очень хорошие, принимают как свою родную. Совхоз мне это тоже стал близок очень. Это мандарин, в моем понятии в детстве, был как праздник, близость Нового года. И чтобы этот праздник пришел в каждую российскую семью, людям надо приложить колоссальные усилия, чтобы вырастить эти красивые мандаринки. Посмотрите, какие они ароматные, вкусные. В Абхазии произрастают несколько сортов мандарин. Самые распространенные – это уншу и карликовые. На деревьях много плодов, и все они на подбор. Сборщики аккуратно срезают плоды и сортируют по ящикам. Затем мандарины отвозят на склад, где проходят сортировку. В этом году в Софии ожидают порядка 650 тонн урожая. Мы только начали собирать, порядка 20 тонн уже собрано. То есть потом, он откалибруется. И потом будет упаковываться в ящики и уже будет готов к отправке. У нас с ними подписаны договора, люди приезжают на своих автомобилях, забирают. На протяжении 5 лет республиканское унитарное предприятие Министерства сельского хозяйства «Абхазпродэкспорт» занимается реализацией сельхозпродукции, выращиваемой в Абхазии на территорию России. С 25 ноября «Абхазпродэкспорт» начнет прием цитрусовых у населения. Цену за килограмм здесь устанавливают в зависимости от качества продукта. Все желающие могут реализовать свои мандарины по выгодным условиям. На сегодняшний день, в зависимости от калибра, в зависимости от наличия дефектов на плодах, цена будет варьироваться от 25 до 30-35 рублей. Это цена, повторяю, на сегодняшний день. Как мы знаем, здесь находится ЦЭД полноценный, это Центр электронного декларирования. Сюда российский брокер подает свою таможенную декларацию. Здесь происходит сама работа по проверке этой таможенной декларации. То есть сам груз проходит все формальности здесь и прибывает под пломбой на государственную границу Республики Абхазия с Российской Федерацией. После этого, когда он прибывает на таможенную территорию Российской Федерации, он подает документы, у него уже практически выпущенная таможенная декларация, его проверяют пограничники, у него забирают документы таможенники, то есть его уже декларации, так называемое предварительное информирование, уже все прошло, все формальности были соблюдены, и у него это как правило, судя по нашей практике, занимает 2-3 часа, и он проходит государственную границу. Сегодня главная задача аграриев – успеть собрать и реализовать цитрусовые до января. Спрос на один из главных атрибутов новогоднего застолья в последние дни декабря традиционно увеличивается. В этом году, по самым скромным подсчетам, ожидается не менее 35 тысяч тонн урожая цитрусовых. Аля Катрап, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.